Дорогие друзья, наша программа помогает начинающим огородникам выращивать на своих участках садовых невероятные урожаи. Сегодня мы находимся у нашего знаменитого эксперта вот в этих делах огородных, у Маргариты Васильевны Карповой. И сегодня мы будем говорить про посадку баклажанов и перцев. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть вновь. Прекрасно. Ну что, давайте веером вот так раскинем. Какие баклажаны вы прям вот у вас в почете на первом месте? Так, ну, у меня на первом месте, я очень обожаю черный красавец, но у меня уже нету то, что я посеяла. У меня были скороспелые, алмаз. Это уже у меня как бы замоченные, мы их тут просто уже будем сеять сразу. Они уже у меня готовые, а это у меня уже просто пакетики. Я пораньше немножко начала, потому что я в теплицу сажу очень рано. Раньше, чем у нас обычно принято, поэтому я уже их замочила, они начали прорастать. Это я для образца просто взяла показать вот так. То есть примерно начало марта и последняя декада февраля, это как раз время посадки. С 20 февраля уже можно начинать сеять. Особенно баклажаны, и есть перцы, которые поздние. Перцы у нас, вот они у меня тут тоже немножко отложены. Вот я перцы еще не замачивала, там у меня немножко есть, но в основном вот они идут. У меня очень нравится звезда Востока, красная звезда, я нынче еще желтую взяла. Звезда Востока у меня тут, у меня пробные, Кореновские очень люблю. То есть у них плоды такие крупненькие? Крупные, да? Я очень люблю, когда плоды очень крупные, с толстыми стенками. Ну, сажать так сажать. Сажать так сажать, чтобы было приятно его взять и нафаршировать зимой, чем вот мелочь-то эту. Сибирский князь. И вот этими мы сегодня займемся. И вот сейчас быстренько пробежимся, дорогие друзья. Икра заморская называется. Это вот у нас... Это у меня новичок. Новичок. Так, черный красавец, баклажаны. Это у меня уже опробованные, очень крупные. Апробированные уже, да. А вот это вот крупный. Дорогие друзья, берите себе на заметку. Ой, черный красавец называется вот этот вот. И еще у нас есть чи-санчи. Тоже пробный у меня. Тоже пробный какой-то, да? А вы нынче будете его, но как они говорится... скороспелые здесь, заявлены как скороспелые, поэтому я уверена, что они что-то дадут. Илья Муромец. Илья Муромец тоже. Из той же серии пробников у меня. Пробники. Да. Так, хороший очень алмаз. Длинноплодные есть. И еще есть северные какие-то там всякие разные. Главное, надо вот смотреть по скороспелости. То есть то, что уже было в деле, и то, что действительно урожаи вас очень даже порадовали. Очень, очень даже радуют они. Так, ну что, начнем. Ну, еще коснемся сразу и помидоров. Для теплиц можно посадить вот тоже, которые растут очень долго. Вот больше 110 дней. Вот у меня тут есть они 112, 120 дней. Требуется им тут вот 120 дней до созревания плодов. Это значит, рассада должна быть более старшего возраста. И высаживаю я в теплицу уже в начале мая, поэтому мне уже пора. Я уже начинаю опаздывать, чтобы они проросли. Очень люблю вот этот большой мраморный. Когда-то купила я его, и просто семена сейчас собираем, потому что он, слава богу, сортовой и поддержит свои варианты. Ну, очень крупные и красивые плоды. Еще какой вы порекомендуете уже, то, что вы уже опробировали? Очень хорошо опробированный, очень хорошо дает урожай верлиока, но в последнее время что-то семена мне перестали нравиться. Они не такие, как были раньше. А наш якутский, вот на основе верлиоки, хаяксит? Хаяксит, вот, ну, я не пробовала его, но его все хвалят. Я думаю, что его тоже можно садить. Очень нравится мне из меленьких вот этот вот чиосан. Очень шикарный. Их много на кисти. И буквально вся кисть, она завязывается активно. И очень они вкусненькие. Кушать приятно. Там такая ягодка, и ни сок не бежит, ничего. Говорю, раз по ягодке прямо берешь. То есть, в принципе, для салата это пойдет? Вот для салата крупная нарезка, особенно с перепелиными яйцами. Они ровно размером с перепелиное яйцо. Нарезаешь половинками яйцо, половинкой помидорчик, и вообще шикарно. Уже потекли. И немножко зелени. Да, дорогие друзья, ну вот, смотрите, опытный огородник уже, посоветовал вам именно какие сорта уже опробированы нашим автором, а какие еще у нас новички, но в следующем году обязательно поделимся впечатлениями, да? Да, хорошо. Уже будет у нас
что рассказать и про них, как они у нас будут расти. Ну что ж, начнем с того, что мы будем замачивать перцы. Мы сегодня сильно не будем вот тут все, потому что они все по одному типу идут. Я только немножко особенностей других коснусь, потому что баклажаны и перцы я провожу, замачиваю их в перекиси. Она заодно и обеззараживает, там сразу бактерии все убирает. Профилактика заболеваний. И заодно у них очень крупные толстые стенки, жесткие такие, и они очень медленно размокают. Ну, в общем, размокают, и поэтому сложно им прорастать. А перекись, она она немножко эту структуру этих оболочек меняет, разрушает. Жидкость начинает, влага попадать в семечко, и оно быстрее прорастает. Буквально на третий день. И не повреждая при этом. И не повреждая, потому что перекись 3%, она как бы именно безопасна. 3%. Да. Есть 6%, Но нам нужна 3%. Более Так, такой слабенький это раствор. совсем очень просто. Мы сейчас вот их разложим в емкости. Емкости я сразу буду ставить. Так, я «Звезда Востока». «Звезда Востока». Ух ты, а «Звезда Востока», вот обратить внимание можно, она не требует обработки. Она уже зелененькая, вот семечки такие. То есть, смотрите, уже производители они уже обработали, обеззаражены. Ну, придется их ждать, вот так мы замочим, без перекиси. Это буквально даже 2 штучки, что ли? Да, тут, у меня тут остатки, вот это снегопад. Он давно был. Тогда я его не замачиваю, просто мы его... То есть не обрабатываю ничем, просто сразу в замочку пойдет. То есть это как понять, вот что не надо обрабатывать? То есть если они обычно окрашены. Да, окрашены. Если они в цветной такой какой-то оболочке, но не обязательно зеленые, да? Да, красные может, оранжевая бывает. Там или еще какая-то. Они уже обработаны, поэтому то есть они обработаны. Обеззараживать их не надо. А если они черненькие, нет, то тогда... семена перца как раз не черненькие, они как раз беленькие. Да? Они очень беленькие. Ну вот, начинающий огородник. Я просто покупаю рассаду, поэтому... Готовую рассаду берем. Простите. Да. Но можно, оказывается, своими руками это все сделать. Вот они как выглядят. Вот они необработанные, такие желта. После перекиси они становятся побелее. Сейчас вот будем там открывать, они беленькие. Я их засыпаю. Чеплашечку закинули. Так, это у меня «Звезда Востока». «Звезда Востока». Я вот тут вот готовлю. Вот уже, смотрите-ка, уже у нас тут флажочки готовы. Флажочки я готовлю очень просто, беру вот зубочистки. Зубочистку, так. Лейкопластырь. Это не лейкопластырь, это строительная лента малярная, которую клеют, чтобы краской не запачкать, там ненужный вариант. И на ней прямо пишу. Так, что это мы будем сажать? «Звезда Востока», у меня этикетки на нее. А еще бывает, видимо, от других. Желтая есть. Желтая есть. «Звезда Востока». Вообще, друзья дорогие, пометка. нужно как-то действительно посвятить вот этому занятию, скажем, выходной. И прям увлечься вот этим процессом, прям вот, знаете, увлекательным и потом многообещающим, в общем, урожай там где-то впереди. И вот эти флажочки, все это подготовить. Да, это можно заранее их наклеить. Это будет, прежде всего, потом вам будет проще ориентироваться в вашем вот огородике на окне. Да, чтобы не путать, что у нас где. Потому что сорта, они отличаются. Некоторые низенькие ростом, вот перцы есть, а есть очень высокорослые, чтобы они не попадали уже, как говорится, в перемешку. Уже, с опытом это все приходит, уже можно узнать, это вот этот сорт, а вот этот высоконький, это совсем другой сорт. Вот. Ну, а пока вот если начинающий, то нужно обязательно, вот видите, даже Маргарита Васильевна с опытом, да, огородник, все равно подписывает вот таким образом. Да, потому что все равно они все очень похожи, и листики, да листики, стебелек, потому что их очень трудно по сортам отличать. Мы сейчас пару замочим. Что я еще хотела сказать, вот этой зубочистки, они же потом у нас попадают в землю, и они начинают тут плесень на них расти. Так. И я их замачиваю в перекиси. Они после перекиси, какие были, такие и остаются. Тут плесень не растет, потому что начинает То есть, видите, посмотрите, рядом начинает земля плесневеть. Уже и действие именно вот этой перекиси, и можно понять, что, какое благо несет нам перекись, когда мы их купаем, семена в этом растворе, да? То есть перекись нужно потом разбавить водичкой. Я не разбавляю, я Прям перец
перекись. Да, и они у меня могут там час лежать, у них оболочка жесткая очень, поэтому Слушайте, ну час-два вы, могут да, лежать вот, они. друзья дорогие, ценный такой совет. А я бы, знаете, я бы развела водой, я бы Это там для полива, когда ночь бы надо не полить. спала и думала, а вдруг я там что-то навредила, там, или что-то там корневую систему будущее что-то там повредила. Перекись вообще вещь замечательная. Когда у Конечно. нас растение начинает от залива погибать, вот тогда мы тут уже на литр воды добавляем там 2 столовых ложки трехпроцентной перекиси и поливаем растение. Это уже когда заболело Корешки растение. начинают там дышать, потому что перекись, она несет туда с собой кислород. Что такое формула перекиси? Да. H2O2. Да. Потому что там кислорода больше, корешкам начинает поступать кислород, и растение может восстановиться уже без проблем. Поэтому, а тут Вот, я их не развожу, потому друзья. что это ни к чему совсем. Нам нужно, чтобы раствор был крепкий. Мне кажется, вот начинающий, да, огородник должен завести себе какую-то такую амбарную книженцию, такую, знаете. Точно. Вот у меня И есть. записывать все прям Вот у меня есть тут посевная амбарная. Да, Это у нас блокнот. блокнот по Якутии. Это я недавно так купила. Очень удобно. Тут сразу расписываю. Удобно, смотрите-ка, тут все Так. прям и расписано уже. Я сразу по пишу и срокам. пишу, что у меня вот замочено, я тут делаю отметку. Вот на сегодня я тоже записываю. Звезда Востока я положила. То есть приход, потом расход. Звезда Востока красная будет у меня сегодня, и звезда Востока желтая. Вот я их Вот тут, сразу видно вот такого, знаете, чтобы я их не путала потом. матерого огородника. Вот у меня перекись, вот она так вот у бывалого. меня. Так. В аптеке другой не было, я купила такой, ну, очень удобно. Она не проливается, не проливашка, я туда просто ее наливаю. Вот они пусть стоят. Вот, смотрите, видите, уже все. Вот мы Вот она тут стоит да, у меня. вот залили. Емкости для обработки семян, любые, Звезда пробки Востока. от разных жидкостей, Да, от этих, то все, есть все все пойдет в дело. Все Ничего не используется. выкидываем, ничего не выбрасываем, друзья. Вот. В магазин сходили, поели, всю Коробочки упаковочку все аккуратненько собираешь. помыли, Иногда даже из-за коробочки складировали. покупаешь, коробочки нужны. Ну да, похожая такая история. Так, точно так же обрабатывается по этой системе долго у нас и баклажаны, потому что у них тоже очень жесткая оболочка. А вот помидоры, их я даже и в перекись-то их могу не ложить, потому что они очень активно и так прорастают. Их можно для беззараживания вот раствором марганцовочки. Вот сейчас мы тут, ой, это у меня вот это. Ну, марганцовка сейчас в аптеке продается, слава богу, да? Да, то есть то есть можно, одно время а то её одно не время было. как-то ее убрали с прилавков везде, и она осталась, по сути, только вот действительно у огородников там запасы, да? А потом в аптеках она появилась, ну и прекрасно. Я сейчас помидорчик тоже вот замочу в марганцовочке. Ну, в марганцовке минут 20. Так, давайте покажем помидорки. Вот интересно, он уже как бы какого цвета вот эти вот? Они желтенькие, Желтые, то есть они потемнее, чем перец. не обработанные. Тут у меня тоже уже остатки, как-то, как говорится. Ну, Это 3 штуки не хватит. обработанные, смотрите, Да, друзья. они свой цвет природный имеют, мы их ложим минут на 20. Вот в конце всей этой нашей тематики разговорной мы их отсюда вытащим и промоем. Вот И пусть они промоем стоят. хорошенечко. А вот в перекиси, вы говорите, Они можно могут прямо... стоять часа 2, могут так, стоять у меня, спокойненько. обрабатываться. Поэтому, То есть ну, я это около очень часа хорошая такая профилактика, недорого и очень эффективно. Это мы Перекись делаем так, водорода это всё. 3%. Так, и минуточка дальше. Вот мы их обрабатываем, вот эти обеззараживаем. И нам достаточно, если семена свежие. Но бывает такая ситуация. Семена бывают уже лежалые, старые. И нам их желательно бы разбудить, потому что сорт понравился, хороший. Семена остались каких-то лет, срок годности вышел. Тут уже на помощь у нас идут стимуляторы. Я вот на таких свежих семенах я стимуляторы сильно не пользуюсь. Это такая заморочка. Их опять тут замачивать, выдерживать. Просто вот эпин идет, можно в нем. И мне понравился циркон. Из всех я очень обожаю циркон. Дешево и сердито, как говорится. И работает просто на ура. Это вот мне нравится. Рекомендации, как пользоваться, тут все с обратной стороны. Что написано. Это вот Тоже такая. записываем в свою книжечку. Так что вот такая вот система. Ну все, мы замочили. У нас теперь есть время позаниматься непосредственно посевом. Чай пойдем пить.
чай пойдем. Пока замачивается. Ну, Так, хорошо. чай мы не Так, пьем, нам некогда, мы будем давайте. заниматься посевом. Давайте. У меня вот Так. такие лоточки, когда-то в свое время я запасла этих Но мы лоточков. всегда вот спрашиваем, интересуемся, а вот почва какая? Почву, я уже про нее и говорила, и в тех передачах, это мы вот уже касались такой вопрос, что она у меня более легкая. Я там одну часть покупной, часть беру свою землю. И если своя земля, у меня есть земля, где она у меня более песчаная, то я песок не добавляю. А если земля такая более перегнойная, своя, огородная, то я туда еще часть песка добавляю. Иногда вот сюда я уже добавляла и опилочки. Ну, то есть все это нужно как-то прокалить. У вас своя Я методика. прокаливаю Вы эту в почву микроволновке, для посева, да? в микроволновке по 6 минут на 600 градусов. Вот для чего Тогда и нужна мошка микроволновка. оттуда погибает. Если мошки дома не летают, то они оттуда же не вылезут. Дело в том, что в покупной земле очень часто бывает мошка. Я покупную Мошка, особенно так. прокаливаю, потому что если ее не прокалить, там, я не знаю, как производители там ее делают, но почему-то оттуда может мошка или земляная вот эта, и она нам мешает. Вот. Так, вот у нас что получилось. Это мы уже замочили. Это у меня и- вот им уже 5 дней. Это кто Вот. такие? Это у меня баклажаны. Баклажаны. Дорогие друзья, вот 5 дней они у нас полежали. То есть вы потом их вынимаете и кладете вот в такие вот спонжики, да? Да, я пользуюсь для Вот проращивания. смотрите, дорогие друзья, вот такие они хорошенькие, классненькие малыши. Вот они. Малышки повылезали. Красота. Баклажанчики. Это баклажанчик у меня вот как раз чисанчи. Чисанчи. Так, прекрасно. Чисанчи. Берем Я беру их пинцетик. пинцетиком. Тут же главное, чтобы они здесь сильно не проросли. Дело в том, что они туда в вату уйдут, мы можем потерять корешки. Очень переломать. аккуратненько нужно брать, чтобы не сломать. Глубина у нас тут не менее 1 сантиметра. Вот это у меня уже пролито. Так. Земля прокалена. Пролита здесь она фитоспорином у меня. Я еще пользуюсь имбиотой от нашего производителя. И эта имбиота как бы здесь обеспечивает полезную микрофлору, Так, защищает их. Я их просто вот с хорошей пророщенной я ложу по одному семечку. То есть землей вы там не присыпаете? Сейчас я присыплю их. Присыплете. Да, я их разложу по Ой, семечку. смотрите, я как бы вот один вот выскочил у меня. А это вот мы, он тоже Ой, проросший. аккуратненько пророщен. Семена свеженькие, вот они так хорошо прорастают, поэтому хорошо проросшие, я уже их ложу по одной штучке. Кладете по одной штучке вот в эти корешок. контейнеры маленькие. Готовые контейнеры. Сейчас мы их по одной штучечке положим. То есть землей главное вот, ну вообще вот как-то систему наладить у себя в голове, да, чтобы не было такого бардака у нас, так сказать. И отдельно по земле, как говорится, сделать какой-то отдельчик у вас в ваших записях, да, как Да, готовить это полезно. почву для будущей рассады, чтобы потом не было разочарований. То есть если уж браться, так браться с умом, как говорится, да, чтобы потом не сетовать, ой, а почему же я так не сделала? Подписываю чисанчи. 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 И Так. я тут сажу так. Вот у меня здесь баклажаны 8 стаканчиков. Чтобы не путать баклажаны сорта, я Так. сейчас в эти места посажу перец. Потом Так. опять баклажаны. Потому что они Но, через... в принципе, они дружат, они как бы Да, друг но они другу- же не мешают друг Да. дружке, они в отдельных емкостях. Одно, когда они уже взрослые и сидят в одной земле, они друг у друга Ну и могут... потом они уже, у них разная, понимаете, идет, как это, ботва, да, или как? Вот, то есть... У них, да, у них совсем, и скорость роста у них примерно одинаковый. С перца, если с помидорами их посеять, то помидоры начинают обгонять и просто их затягивают, тут закроют все, Да, солнце. и солнышко закроет. А здесь они как бы одного ростика будут. Это Ух вот ты, перчики. это перцы уже тоже проросшие. Тоже Смотрите, хорошо они проросшие. активно, сколько вы их держали вот в таком виде. То есть вы Они вот на теплой третий водичкой, день, да? На третий день начали прорастать. и чтобы- Давайте мы вот как бы технологию, вот здесь у нас сутки, допустим, они пролежали, потом сутки, их, 2 2 часа, потом перекладываем вот такие спонжи, закрывают, да, вот Да, так вот они закрыты друг на друга, дружку хорошо влажненькие. смачиваем и в тепло. И под пленку? В пленку заворачиваем. Пленку этот заворачиваем, Весь ага. вот этот лоточек. То есть в лоточек и потом укутать Вот они, как они бы у меня вот так вот, вот в таким мешке вот. лежат. В мешочек.
И в самое теплое место. так. Сейчас, оказывается, есть еще инфракрасные коврики для проращивания семян. Это великолепно. Я жду такой, мне должны То привезти. есть, понятно, А пока у можно меня заказать на где-то. батарее. Хорошо, все понятно. Вот у нас пошли баклажаны. И знаете, что я с ними Так. сделала? Или- Они на третий день начали прорастать, но мне-то надо было к вашему приезду их. И вы Я их их, затолкала в холодильник. да Они вы теперь еще и что? закаленные. А, Закалка им обязательно нужна. Они закалились теперь холодной температурой, где-то плюс 5 примерно. Там у и меня при этом, холодильник. посмотрите, они не погибли, они Они там не погибли. в росте не... ну, конечно, у вас, Зато они Маргарита перестанут, Васильевна. зато не перестанут тянуться. Они холодовую обработку прошли. Они Ну, то есть вот такой вот, знаете, не будут вытягиваться. закаливание, в общем. Закаливание прошли, они более крепенькие будут. Эх, не могу его захватить. Но они вообще очень сильно так проросли, если сравнивать Сильно вот с теми проросли, ага. семенами. Так. Это просто вообще... Еще один тут есть проросший. Так, значит, там у нас перцы, здесь у нас баклажаны, Так, здесь наоборот, опять перцы. вот это баклажаны, баклажаны, вот это перцы. Это перцы у нас такие буйные, да? Да, вот вот прям обычно перцы пошли в как-то рост. быстрее прорастают, чем баклажаны. Так, вот это Но тоже после перекиси они вот дружненько полезли. воловье ухо, да, называется? Ага, это тоже здоровые такие перцы, крупные лапти прямо. А у меня, вы знаете, я Настоящие как-то, ухи. А я как-то сажаю, да, и вроде бы на картинке прям такое, все такое, раз такое, ну, крупненькие такие, а у меня почему-то они такие скромненькие, махонькие. Почему? Это больше зависит, наверное, от От полива. почвы. От полива и почвы. От поливы, почва. Ну, полив у меня, например, колодец, вода колодезная. Сколько раз поливаете? Так, ну, каждый вечер. Они не всегда любят каждый вечер полив. Вот в чем, да, проблема. Очень активный полив нужен, наверное, раза 2 в неделю, но много. 2 раза. Да, Это именно для перцы. перцев их почаще А баклажаны? поливать. И баклажаны также. Так, Помидоры вот вообще один раз можно поливать капитально, а потом ну, помидоры только... я знаю, да, помидоры, в общем, ну, вот, в общем, начинающие, дорогие друзья, да, имейте в виду. Ну что, быстренько присыпаем землицей, да? Мы еще должны посадить еще что-то. Мы еще Вот здесь туда вот. положим еще один баклажан. Баклажанчик. Ну, как вы и планировали. Вот еще баклажанчики. Ага, вот они маленькие, посмотрите, обратите внимание. Они маленькие Баклажанчики такие. маленькие, они еще потверже. Сейчас туда же в баклажан положу. То есть, смотрите, мы сегодня познакомились именно с технологией, как своими руками посадить рассаду. Ну, потому что, знаете, ребят, рассада, она как бы тоже как бы в копеечку нам, так сказать, обходится. И если покупать семенами, да, то это как-то, ну, наверное, дешевле, как думаете? Оно и дешевле, и иногда бывает даже лучше. Я знаю такие случаи, что вот там вот выращивают. Так. И когда оттуда у меня были покупатели постоянные, я рассаду выращивала на продажу, и у меня покупатели были постоянные. Они меня теряли, покупали на рынке эту рассаду, а потом меня искали. И так радовались, находили, говорит, мы, говорит, в прошлом году купили. В прошлом году мы купили, говорит, на рынке, у нас, говорит, совсем маленький урожай был. Ну да. Дело в том, что еще технология выращивания рассады здесь играет большую роль. Да, потому что, смотрите, вы рассадой здесь занимаетесь чисто для своего огорода, а там, где мы покупаем, это обычно, конечно же, в промышленных Они не объемах, хотят масштабах. заниматься, как говорится, по срокам, садят ее попозже, и она не успевает, она поздно зацветает. И, соответственно, наши урожаи уже... А, кстати, вот эти вот, вы когда посадили сейчас, вот, ну, последняя декада февраля, начало марта, в какое время можно уже собирать урожай? Ну, здесь на них пишут там сколько срок их роста. У кого-то 140 дней, у кого-то 110 дней. Вот примерно в эти сроки, значит, от посева я их посеяла, от всходов считаем потом дни, когда будет урожай. Взошли, 100 дней отсчитаем, там уже зацветут они. Это сколько дней-то надо, месяцев-то? Это, как правило, 3 месяца надо, чтобы они зацвели и начали давать урожай. Поэтому вот я и сажу их пораньше. Апрель, май, июнь. Нет, март, апрель, май. Май и июнь. Ну, где-то в июне, в июле, да? Да, уже они зацветают. Они уже должны... Да, и уже плоды будут наливаться. Да, наливаться плоды должны. Так что, друзья, если вы хотите вот действительно на своем огороде выращивать
овощи, Русский Витязь. да, Вот они. по своей методике, Я ложку где-то прям тут тоже доморощенную рассаду свою высаживать. То есть вот стоит, мне кажется, обратиться к опыту Маргариты Васильевны. Теперь их вот присыпем. смотрите, да, здесь земля у нас, смотрите, она вот с беленькими такими штучками, это у нас И тут и агроперлит, и я тут, перлит. у меня были Мгм. мокрые опилки еще сколько-то времени лежали. Мгм, мгм, Тут уже не стараемся их придавливать, потому что у нас корни мгм. есть. Если мы будем пришлепывать их, мы эти корни можем Повредить, да, поэтому переломаем, у нас ничего не это вылезет. очень, знаете, такой процесс уже, вот, знаете, вот здесь вот прям вот волшебство, как бы мы подготавливаем. И через какое время они тут у нас тык-тык вылезут? Ну и сейчас в тепло поставим, они буквально дня через 2 уже могут появиться на поверхности. Уже маленькие такие зелененькие Да, уже росточки. петельки появятся. С появлением петелек я их опять мучаю, я их вытаскиваю на холод. Ой, ну вы вообще... Градусов да. 10 им создаю, но это у меня на Ага. полу, я ставлю Это на вы, то пол есть, их. вы вытаскиваете... то есть вы вот этот вот контейнер Лоток весь поставлю. ставите, Когда и всё, дружно да. основная масса взойдет, я их поставлю на пол где-то, чтобы холодно был. То есть статично они не стоят, а их нужно перекладывать в прохладную более температуру и Я поднимать с ними как-то как вот кошка с температуру. салом, то туда, то туда. Ну да. Ну, понимаете, это все делается для того, чтобы, во-первых, наша Маргарита Васильевна отважная экспериментаторша, да, вот в этом деле. Я люблю И экспериментировать. вот будем повторять за ней, да, но чтобы у нас тоже были урожаи. Вот ради этого наша передача и задумана. А потом ищите свое. Бывает, что как у меня может не сработать, а что-то свое появляется, и оно у вас прекрасно работает. Не возбраняется. Успех должен быть своим, а Да. не чужим. Да, да, это верно. Скопировать это верно. чужой – это уже не ваш успех, а успех вот дается именно так. Так, где у меня вот это вот? Поливаю я с помощью вот, это мне очень инструмент, очень нравится, детская резиновая груша. Так. В Потому что аптеке можно приобрести. В аптеках, да. И на все времена. Землю надо хорошо смочить, чтобы она прилегла теперь туда. Потому что она суховатая, вот эта земля. Вообще вот этой штучкой можно хорошо, я знаю по своему опыту, поливать цветы. Да, домашние. цветы, я фиалки этим Аккуратненько, поливаю. то есть у нас лишняя водичка никуда там не заливается. На листочки Горшочки никуда, да. чистенькие. Вот. Вот особенно я фиалки люблю этим поливать, там под корешок прямо польешь. И без То есть проблем. очень такой вот направленный полив получается. Так, ну вот мы, в общем-то, справились с посевом. Второй лоток я посею потом сама. Потому что все это будет Друзья примерно дорогие, одинаково. вот видите, как в принципе все это просто. Просто нужно законспектировать весь наш процесс вот этот вот и повторить. И хороших вам, дорогие друзья, урожаев перцев и баклажанов. И еще помидоров, да? И помидоров.